Витя, уступаем сегодня Локомотиву. В чем причина поражения? Ну, причина в том, что, наверное, нам нужно всем вместе, начиная от тех, кто не попал в заявку, заканчивая теми, кто играет 90 минут, наверное, нужно искать причины. Каждый должен в себе чувствовать ответственность. И те, кто выходит на замену, должны усилять игру и вносить что-то свое, что-то новое. К сожалению, ничего этого не получилось. Во втором тайме, да, владели преимуществом, потому что соперник отдал инициативу, все очень глубоко играли в большинстве, вроде как создавали какое-то давление, были, в общем-то, какие-то подходы. Не скажу, что вы создали какие-то стопроцентные моменты, но подходы были, из которых гол должны были выжимать и стараться перевернуть эту игру, но не хватило, значит, нужно искать в себе причины, в каждому, и выжимать из себя еще больше, делать, может быть, чуть больше, чем от тебя ждут, чуть больше, чем ты думаешь, что можешь. Наверное, мы все можем еще больше, еще можем прибавить, все в качестве, все в желании, в движении, в характере. По таким матчам, по такой погоде, по тому, как складывалась игра, когда пропускаем быстрый гол, именно характер, он многое решает. К сожалению, наверное, сегодня этого не хватило. Ты выходил на поле в перерыве при счете 2-0 и в новой схеме. Это, получается, особая ответственность для тебя? Да, ответственность, она всегда есть, неважно, при какой схеме ты выходишь, и неважно, на какую позицию тебя выпускают. Может быть, давно я не играл на фланге, раньше там проводил сезон целый на фланге и какие-то матчи, но это никакое не оправдание. Мы все профессиональные футболисты, и где тебе дают сыграть, будь то центральный защитник, крайний защитник, нападающий, ты должен выходить и приносить пользу команде. Ответственность есть везде, поэтому это не должно служить каким-то объяснением чего-то. То есть это абсолютно ничего не меняет. Ты выходишь и должен быть полезным, должен помогать команде. Бесспорно, ты выходил, чтобы менять игру, переворачивать игру. С каким заданием выпускал тебя на поле Олег Кубарев? Ну, задание было, чтобы мы понимали, что соперник будет играть глубоко в обороне. Задача была крайним защитникам держать ширину, то есть в широких точках, чтобы доставлять мячи во фланг, с флангов делать подачи. В целом, в какой-то степени, я думаю, нам получалось именно мячи на фланге доставлять, и, в общем-то, и моменты для подач были, но качество, конечно, сегодня было не очень высокого уровня, что подачи по факту практически ни одна не дошла до логического завершения. Вопрос завершающий. Сегодня играли в плохую погоду, играли при пустых трибунах. Как это повлияло на команду? Да, слушай, на самом деле это не должно вообще никак влиять на команду. Погода, она миллионы лет погода, она разная всегда бывает. Бывает жарко, бывает дождь. Конечно, когда есть болельщики на трибунах, это всегда другая атмосфера, но болельщики, которые не пришли на трибуну, я уверен, они смотрели в интернете этот матч и точно так же за нас болели, и мы точно так же должны были радовать их, стараться порадовать, стараться принести 3 очка в копилку. Поэтому, конечно, атмосфера, когда болельщики есть на трибуне, атмосфера другая, но это, опять же, я еще раз говорю, это не должно влиять, это не должно быть каким-то оправданием, что вот нам чего-то не хватило. Нет, то, что нам не хватило, это внутри себя нужно искать, а не в погоде, не в болельщиках, которые пришли или которые не пришли. Паша, сегодня, к сожалению, уступаем Локомотиву. Почему так получилось? В чем не смогли переиграть гомельчан? Не сказать, что незакономерный счет. Опять очередной раз у нас не хватает концентрации, опять пропускаем в начале, пытаемся исправить. Короче, все одно и то же. И это уже системно, увы. Если брать последние матчи, 2 момента с Волной 2 гола, 2 момента с Петриковыми 2 гола, сейчас 2 момента, 2 гола. Значит, что-то мы делаем не так, в первую очередь футболисты, наверное, все брать весь, скажем так, персонал.
Пропускаем быстрые мячи. Понимает ли команда проблему и что думает с этим решать? Да, и уделяем момент, постоянно внимание этому уделяем и говорим, и более интенсивную стараемся разминку делать, и какие-то слова находить, ну говорю, 2 удара, 2 гола, и все как-то рушится, и потом начинаем что-то геройски спасать. Ну, сегодня команда нам ничего не дала, скажем, создать. Хотя, опять-таки, у нас были в первом тайме моменты, и до пропущенных голов моменты. Но я еще раз повторюсь, что-то мы делаем не так и не в ту сторону почему-то мы пошли. В перерыве пришлось перестраиваться. С каким заданием выходили на второй тайм? Мы не перестраивались, мы просто знали, что на одного игрока у Локомотива меньше, и просто подняли фланги крайних защитников чуть выше и стали оставлять просто 2 защитников сзади, и смысл было держать против одного нападающего. Ты в конце второго тайма начал очень часто ходить вперед, играть практически центрального нападающего. Не боялся ли оставить сзади зону пустой? Локомотив уже никого не оставлял, они сели на штрафную, и смысл 2 защитников держать, если Локомотив даже одного нападающего впереди не оставлял. Оставался Игнат страхующего, наверное, просто нам надо было поменяться. Туда больше Игнат более высокий, более полезен был там. Ну, наверное, исходя из того, у кого было больше сил, тот и подключался. Локомотив в целом играет много верхом, играет длинными передачами. Почему крумкачи не стали сбиваться на такую игру, учитывая то, что поле сегодня было не лучшего качества? Ну да, вы правильно сказали, поле не лучшего качества, отскок очень быстрый, играя длинными передачами, не угонишься за этим мячом. А Локомотив не стал ничего выдумывать, играл просто свой футбол, быстро атаки разгонял за счет длинных передач, все это мы прекрасно знали и практически ничего не дали создать. Но опять говорю, вот эти вот голы, которые нам залетают, с подбора, удары, подачи, говорю, 2 момента, 2 гола, ну я пока не могу этому объяснения найти и тяжело, говорю, в этом разобраться, потому что это уже из матча в матч. Что нужно команде сейчас сделать, чтобы в третьем круге набрать максимальное количество очков? Ведь начали уже не очень хорошо. Да, вы правильно сказали, ничего, мы начали очень, скажем, плохо, и тут ничего не остается, как выигрывать каждый матч. 10 финалов, сколько у нас там осталось, плюс матч с Арсеналом переносной 11. Ну, другого варианта нету, и других задач нет, никто не снимает их, и ничего не остается, как дальше работать и пытаться исправить ситуацию. Ну, говорю, опять удручает, почему мы ее постоянно пытаемся исправить вместо того, чтобы, скажем, лидировать.